Компания МАУ и еще 4 украинских авиаперевозчика получили сообщение о запрете полетов в Россию. Так Россия отреагировала на решение украинского правительства ввести санкции против ее авиакомпаний. Чемодан, вокзал, Россия. Через 3 недели 29 российских авиакомпаний не смогут летать в Украину. Под санкции попали, в частности, крупнейшие авиакомпании Аэрофлот, Трансэра, С7 через их полеты в оккупированный Крым. Українські санкції – це відповідь на порушення російськими авіакомпаніями, конкретними авіакомпаніями норм двосторонньої міжурядової угоди. І незважаючи на заборону, робили польоти до оккупованного Криму. В ответ Россия наказала украинские компании. Черную метку на полеты получили 5 авиаперевозчиков. Пассажиропоток в год примерно 350 тысяч человек. Количество рейсов – это порядка 1600. И с точки зрения денег мы ожидаем порядка 6 миллионов долларов. Один из выходов компания видит в транзитных рейсах. Например, пассажиры сначала вылетают в Минск, а там пересаживаются на российские авиалинии или белорусские Белавиа и летят в Россию. Мы имеем право, как назначенный перевозчик со стороны Украины, летать 2 раза в день. В Минск летаем сегодня 1 раз в день. То есть мы планируем увеличить количество частот до максимально разрешенного сегодня. Мы можем, и я думаю, что белорусские наши коллеги сделают то же самое, запланировать самолеты максимальной емкости на этот маршрут. В Росавиации намекают на то, что санкции, введенные Украиной, скажутся прежде всего на самих же украинцах. В Мининфраструктуры это опровергают и приводят статистику. За перше півріччя 2015 року пасажиропотік між двома країнами склав приблизно 657 тисяч чоловік. З них російські авіакомпанії перевезли більш ніж в 2,5 рази більше, ніж українські авиакомпании. Эксперт Андрей Гук говорит, рано или поздно украинские санкции должны были введены против страны-агрессора. Если его оставлять без какой-либо реакции, это слишком негативно для авиации вообще. И для политической, для Украины в том числе. Кроме этого, авиация – это, по сути, единственное сообщение с Крымом, которое есть у России. Поэтому, если уже российские авиакомпании туда летают, должна быть определенная цена за это, которую они все-таки должны понимать, что она есть. Украина считает, у России нет оснований для запрета полетов. Украинские авиакомпании законодательство не нарушали. Уже направили в Росавиацию письмо с просьбой разъяснить, чем вызвано введение санкций, и надеются, до конца сегодняшнего дня все же получат ответ. Эльвина Седулаева, Наталка Калинка, Ислам Пенка, Ильдар Исматов. Заман, АТР.